Добрый вечер, друзья. Меня зовут Дана Суеркулова и компания студия СДА. Сегодня мы продолжаем рубрику «Вам и не снилось», где мы рассказываем о самых интересных, самых ярких творческих личностей. И прежде чем начать пригласить героиню сегодняшнего вечера, я хочу сказать вам, что компания студия СДА открывает новый проект, который называется «Голос Евразии Арген». И призываю всех участвовать в любом качестве, в качестве артиста, в качестве таланта, в качестве оригинального жанра. Призываю участвовать на этом конкурсе. И также партнеров приглашаю, зрителей. Оно у нас пройдет 24 апреля в городе Москва, Арти-холл. Сейчас передо мной девушка, она олицетворяет не только Кыргызстан, она моя соотечественница, но и Россию, и не только Россию, еще Китай. Вот такой интересный путь она у нас прошла. Я думаю, сама она расскажет, представится, и вы сегодня услышите много-много интересного. Здравствуйте, здравствуй, Дана. Меня зовут Айдай, я буду родом из Кыргызстана, города Ош. Вот. На данный момент я проживаю в Москве. Ну, это очень, даже, я думаю, воспряли многие кыргызстанцы, воспряли духом, что вот наши соотечественники уже работают далеко за границей. А как так получилось, что вы прошли такой вот интересный путь? Это очень, конечно, еще связано с моим детством. Когда я была маленькая, у нас по телевизору постоянно мы смотрели фильмы нашего любимого Джеки Чана. Наверное, зрители это все хорошо знают. Ну, конечно. И это меня, конечно, подтолкнуло обучаться китайскому языку. Хотя бы базово изучать китайский язык. Ну, я думаю, что на этом вы не остановились. Я нет, потому что китайский язык, он движет мной дальше. Потому что сами китайцы, у них жизнерадостность и терпимое отношение друг к другу превыше всего. И мне это, конечно, тоже очень по душе. И китайский язык, он действительно дал мне ту базу, на котором я встала уже конкретно. Сейчас я являюсь, конечно, в Москве гидом, экскурсоводом, веду китайские группы. Я так понимаю, значит, как гид, вам удалось много раз побывать в Китае. И что особенно там запомнилось, чем они от нас отличаются? Да, конечно, я езжу в Китай, Поднебесную. А жизнь в Поднебесной, как нам всем очень известно, она очень загадочна, очень много тайн, очень интересно. Особенно ее культура, которая внесла в такой большой вклад в развитие человечества. Такая как бумага элементарная, порох, также очень и так далее. Ни для кого не секрет, что китайцы успевают очень-очень многое сделать. Вы тоже, наверное, переняли. И когда же они отдыхают? Китайцы, они такой народ, я бы сказала, они умеют и работать, и отдыхать. Отдыхают все же, да? Да, все-таки они отдыхают. Я хотела воспользоваться случаем, хотела поздравить всех вас с китайским Новым годом восточным и сказать это, конечно, на китайском языке. 大家祝你们新年快乐，万事如意. Теперь перевод. Да. Желаю всем вам удачи, успехов, не останавливаться на достигнутом. А самое главное для китайцев и для всех нас – это здоровье. Но мы тогда поздравляем. Вы же тоже как бы часть этого Китая, поэтому весь народ, всех ваших друзей мы поздравляем от души с таким замечательным праздником. Спасибо, Дана, спасибо студии СДА, что сегодня пригласили меня посетить вашу студию. Мне очень приятно. Также от имени моих коллег-китайцев очень поздравляем вас. Желаем вам, чтобы ваш проект «Голос Евразии Арген СДА», он как бы внес такое изобилие для наших соотечественников, а также для юных талантов, которые могут раскрыть себя. Мне очень понравилось, когда мы за кулисами говорили, вы как-то сказали, что и китайцы могут участвовать. Мы можем ожидать их, на нашем концерте? Да, мы будем надеяться, что наши границы, конечно, раскроются, и наши
китайцы обязательно приедут, потому что они очень любят искусство, петь, танцевать, а также играть на всяких вот скрипках, роялях. Вот. Обязательно Да. приедут. Я знаю, что это весь мир, мне кажется, знает, поэтому именно даже наши артисты, такие как Димаш, да, Полина Гагарина, они приобретают всемирную известность именно там, потому что китайцы с таким теплом их там встречают. И это нас очень радует. Еще, а самый главный, первый любимец китайцев – это наш Витас. Да, Витас наш. Что интересно, что в Китае, когда заходишь в каждый магазин, ты слышишь именно песни Витаса. Мы также любим очень Джеки Чана. Вот, вообще интересная беседа, я бы сказала. Ну вот скажите, пожалуйста, а вас интересует наш «Голос Евразии Арген»? Точно ли придете к нам и с кем вас ожидать? И в качестве кого? Конечно, мы обязательно придем. Мне очень это интересно, попасть на такое мероприятие, масштабное это мероприятие, которое дает возможность талантам, возможность людям раскрыть свой талант. Вот. Мы придем обязательно в качестве гостя. Вот. Я обязательно приглашу моих коллег-китайцев, которые работают тут же у нас в посольстве КНР при Российской Федерации. Вот. Для нас это будет большая честь. Спасибо за приглашение. Но для нас тоже будет большая честь. Я думаю, никто дома не усидит. Я призываю приехать еще из Киргизии. Я думаю, что мы тоже можем, раз для китайцев нет границ, и для нас тоже, для наших талантов нет границ, верно? Да. Это Тем так. более Аида сегодня своим примером показывает, что не сидите, делайте такой шаг решительный. Мы вас всех ждем. А какие у вас пожелания к нашим зрителям? Хочется сейчас воспользоваться моментом. Сначала давайте перейдем к приятному подарочку. Вот. Воспользуюсь моментом, что у нас сегодня китайский восточный Новый год. Мы поздравляем Новый от год, души. так же, как у китайцев, они любят дарить подарки. Особенно я пришла вам подарить в студии SDA такой ароматный чай, пуэр Чай, ну да, это мы пожалуйста. будем вас долго Да, тогда пейте на каждый раз, здоровье, да, вот. И вспоминать. также, все растительные средства, тоже же китайские. Вот. Хочется воспользоваться моментом, также поздравить наших зрителей, также в студии SDA. Вот. Успехов, удач, также развиваться в творчестве. Вот. И наши таланты, наши гости приглашаем посетить «Голос Евразии SDA». А вы можете пригласить и своих друзей на китайском языке? 亲爱的朋友们，我邀请你们要来参加这个活动，是欧亚大陆之声的一个活动。 Ой, спасибо большое. Замечательный вечер. Спасибо, что вы пришли к нам, и вы вместе с нами. Спасибо.